Истинный сын страны души. Находясь в любом уголке земли, он нес с собой свет с большим теплом и любовью, рассказывая о родине Абхазии. Человек с огромным и добрым сердцем. Он умел находить общий язык с каждым. Главным своим богатством Тарас Миронович считал друзей. Как сказал северянин, один из поэтов 20-х годов, я своих друзей как честь берегу. Для меня друзья, это то же самое, чтобы я бы хотел бы видеть в себе. К моему счастью, радости, у меня очень много людей, с которыми я дружу. Честно вам скажу, за свою жизнь я не помню, чтобы я кому-то подлянку устроил, какую-то пакость сделал. Чтобы почтить память Тараса Шамбо, в честь годовщины со дня его рождения в одном из залов Музея боевой славы имени Владислава Ардзинба собрались его родные и близкие, коллеги и друзья. Этот день, который он никогда не отмечал, кто его знал, помнит, да, он в этот день отключал свой телефон, и его мы никогда не могли найти. Я помню, накануне 80-летия его мы в Москве пытались организовать большой праздник, собрать людей, так сказать, потому что это для нас была очень значимая фигура, так сказать, в Москве. И он категорически отказался. Но мы спорили долго с ним, что это нужно не ему, это нужно вот нашему обществу, которое мы там имеем в Москве, так сказать, и так далее. И в конце я ему сказал, я говорю, мы все равно это сделаем. Он говорит, что хотите делать, а я не приду, говорит. Вот был такой человек. И вот сегодня его, к сожалению, нет, а в его день, значит, мы собрались. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что для него имеет большое значение то, что он стоит во главе комиссии по увековечению памяти великого сына абхазского народа, который был и остается примером для подражания. Ихе закамыршпа заичкова инкарат комиссия анахгараса бы иханыртыз. Избанза иразы гирыла джоршиган гида иха нюси. Тарас Миронова сынчхот фаз ахара иныкшваз политика. Ярей бартын чистца позамта далпшна. Тарас Шамбо Айбишра Антаспи, Айбишрашахпи, облакада Антарза, Апсиура Скола, Ихтыцхана, Ирабджиголас, политик Япон. Тарас Шамбо всегда подчеркивал общность абхазо-абазинского народа. Именно поэтому ему был присвоен негласный титул «Народный президент Абхазии». Тарас Шамбо понимал необходимость объединения всего народа Абаза. Во время грузино-абхазской войны Тарас Шамбо был избран президентом ВАК. На этом посту он проработал 25 лет. Первым его помощником стал абхазский политик, поэт и драматург, главный редактор журнала «Абаза» Геннадий Аламия. Такой журнал, при нем это около 20 номеров журнала, который имел самое непосредственное отношение к Тарасу Мироновичу. Без него этот журнал не мог бы выходить. Но я жил вот одной жизнью с ним, хотя он был далеко отсюда. Но мы очень часто встречали. Первый вопрос, который он задавал, они видели Гену, когда он приезжал, вот здесь родственники сидят, они подтвердят. Все время он здесь меня искал, и мы находили друг друга. Исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицпа зачитал текст обращения председателя Высшего совета ВАК Мусы Игзекова. Свою жизнь Тарас Миронович отдал служению народам Абхазии и России. Его труды, наполненные искренней любовью к родине, внесли значимый вклад в сохранение абхазо-абазинского народа. Мудрый, светлый и добрый человек. Таким его знали и будут помнить многочисленные друзья, коллеги и, конечно же, родственники. Светлое имя Тараса Мироновича навсегда останется в памяти людей. Сближение абхазов, как бы они ни были разбросаны по всему миру из-за известных исторических событий, одна из главных целей деятельности Тараса Шамбо. Он хотел, чтобы о культуре, традициях и национальной кухне абхазов знали во всем мире. Это, знаете, как-то я принимал делегацию лордов из Англии, ну и повезли мы их в ресторан,
это называется Мерхеули, там шикарное место, такое самое. Сидим за столом, ну, аристократы высшей марки, ну, мы тоже, так сказать, кое-что значим из себя. Ну и когда нам подали мамалыгу, я стал есть ее руками. И сидевший напротив меня этот лорд, значит, переводчику сказал, почему он ест руками. Вот возле него же есть вилки и ножи. Ну, я так посмотрел, значит, и говорю, вы знаете, а что может ближе и роднее, чем собственная рука? Зачем мне нужен посредник между моей едой и мной? И тут он, значит, говорит, а можно я тоже буду есть рукой? И потом это уже как мне сказали, что он в Англии, давая интервью о своем пребывании в Советском Союзе, отмечая в Абхазии, он сказал, я впервые увидел самую гигиеничную нацию, которая есть. Тарас Шамба – создатель первого абхазского землячества в Москве. Когда вот он еще был студентом, он как-то вот собрал молодежь, всю, наших студентов, которые в Москве обучались, и создал такое вот объединение. И потом на базе вот этого объединения была создана московская диаспора, которую он возглавлял какое-то время. Потом в 2011 году ее возглавил уже Беслан Агарба, как все знают. Ну и вот это землячество абхазское, тогда это уже называлось диаспора. И это очень важную роль играла эта организация, потому что работая вот с людьми, которые, ну, особенно с молодежью, как-то вот убеждали эту молодежь в том, что хотя мы учимся или там живем в Москве, мы должны все равно очень с любовью большой относиться к нашей родине. И это очень хорошие результаты имела, я думаю. Тарас Миронович – борец за независимость Абхазии, который посвятил свою жизнь сохранению мира и стабильности в Абсны и республиках Кавказа. Представители народа Абаза из Карачаево-Черкесской республики, прибывшие на мероприятие, отзывались о нем с большим теплом. Великий сын народа Абаза всего. И мы, абазины, для нас абазин он сделал, поверьте мне, не меньше, чем для Абхазии. Потому что в том, что сегодня есть наш абазинский район, большая доля труда Тараса Мироновича, с которым мы вместе ходили по московским кабинетам, и он там доказывал необходимость создания абазинского района. Тарас Шамба – автор более 300 научных публикаций, посвященных государственности, демократии и правопорядку. Тарас Миронович – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия. Он был проректором Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа. С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был народным депутатом СССР. Тараса Мироновича не стало в октябре 2020 года. Истинный патриот и достойный сын своего народа. Именно таким остался Тарас Миронович Шамба в истории Абхазии. Гугуса Вардания, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.